Уважаемые телезрители, в прямом эфире телеканала Софина информационный выпуск новостей. В студии Тахмина Раджабова. Вечер добрый. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков обменялись поздравительными телеграммами по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами. В поздравительной телеграмме президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона к президенту Кыргызской Республики Сооронбаю Жээнбекову в частности говорится: «Уважаемый Сооронбай Шарипович, примите мои искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю юбилейной даты 25-летия установления дипломатических отношений между Республикой Таджикистан и Кыргызской Республикой». Добрососедские и дружеские отношения с Кыргызстаном, имеющие вековые исторические корни, всегда были и остаются одним из приоритетных векторов внешней политики Таджикистана. За истекший период стороны совместными усилиями добились позитивных результатов в развитии взаимодействия по всем ключевым направлениям сотрудничества. Это позволило создать серьезный задел для дальнейшего углубления таджикско-кыргызских отношений взаимовыгодного партнерства. Убежден, что ваш предстоящий официальный визит в Таджикистан придаст новый импульс многоплановому сотрудничеству двух стран и поднимет его планку на новые высоты в соответствии с коренными интересами наших братских народов. Желаю вам, уважаемый Сооронбай Шарипович, доброго здоровья, счастья и достижения намеченных целей на благо процветания Кыргызстана, а его дружественному народу мира и благополучия. А в поздравительной телеграмме президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону в частности говорится: «Уважаемый Эмомали Рахмон, примите искренние поздравления по случаю празднования 25-летия установления дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан. За четверть века, прошедших с момента установления дипломатических отношений, кыргызско-таджикское сотрудничество крепло и развивалось на принципах взаимного уважения, добрососедства, исторически сложившихся уз, дружбы и взаимопонимания между нашими народами. Между Кыргызстаном и Таджикистаном сложились прочные отношения, накоплен значительный опыт плодотворного взаимодействия в различных направлениях. Мы также активно сотрудничаем в рамках СНГ, ООН, ШОС, ОДКБ и других многогранных структур. Убежден, что имеющийся положительный опыт двустороннего сотрудничества будет способствовать дальнейшему развитию кыргызско-таджикских отношений во благо народов наших стран и укреплению стабильности и безопасности в регионе. Желаю вам, уважаемый Эмомали Рахмон, доброго здоровья и успехов в государственной деятельности, а братскому народу Таджикистана благополучия, мира и процветания». Указ президента Республики Таджикистан об освобождении Назарова от должности чрезвычайного полномочного посла Республики Таджикистан во Французской Республике. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю освободить Назарова Хомиджона Тимуровича от должности чрезвычайного полномочного посла Республики Таджикистан во Французской Республике в связи с переходом на другую работу. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 13 января 2018 года. Указ президента Республики Таджикистан о назначении Убайдулло чрезвычайным и полномочным послом Республики Таджикистан во Французской Республике. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю назначить Убайдулло Джамулиддина Махмадсаида чрезвычайным и полномочным послом Республики Таджикистан во Французской Республике. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 13 января 2018 года. Указ президента Республики Таджикистан об освобождении Абдурахмона Кодири от должности председателя Сагдийской области. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю освободить Абдурахмона Кодири от должности председателя Сагдийской области в связи с уходом на пенсию. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 13 января 2018 года.
Указ президента Республики Таджикистан об освобождении Ахмадзода от должности председателя Государственного комитета по земельному управлению и геодезии Республики Таджикистан. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю. Первое. Освободить Ахмадзода Раджабоя от должности председателя Государственного комитета по земельному управлению и геодезии Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу. Второе. Представить настоящий указ на утверждение Маджлиси Оли Республики Таджикистан. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 13 января 2018 года. Указ президента Республики Таджикистан о назначении Ахмадзода исполняющим обязанности председателя Сагдийской области. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю назначить Ахмадзода Раджабоя исполняющим обязанности председателя Сагдийской области. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 13 января 2018 года. Указ президента Республики Таджикистан о назначении Хакимзода председателем Государственного комитета по земельному управлению и геодезии Республики Таджикистан. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю. Первое. Назначить Хакимзода Курбона председателем Государственного комитета по земельному управлению и геодезии Республики Таджикистан. Второе. Представить настоящий указ на утверждение Маджлиси Оли Республики Таджикистан. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 13 января 2018 года. Постановление правительства Республики Таджикистан от 13 января 2018 года, город Душанбе, о назначении Камолзода председателем Комитета продовольственной безопасности при правительстве Республики Таджикистан. Правительство Республики Таджикистан постановляет назначить Камолзода Фархода Вохида председателем Комитета продовольственной безопасности при правительстве Республики Таджикистан. Председатель правительства Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Постановление правительства Республики Таджикистан от 13 января 2018 года, город Душанбе, об освобождении Бекмуродзода от должности руководителя службы государственного надзора за фармацевтической деятельностью Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан. Правительство Республики Таджикистан постановляет в связи с преобразованием структуры Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан освободить Бекмуродзода Султона Бекмурода от должности руководителя службы государственного надзора за фармацевтической деятельностью Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан. Председатель правительства Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Постановление правительства Республики Таджикистан от 13 января 2018 года, город Душанбе, об освобождении Мухсинзода от должности руководителя службы государственного надзора за медицинской деятельностью и социальной защиты населения Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан. Правительство Республики Таджикистан постановляет в связи с преобразованием структуры Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан освободить Мухсинзода Гафура Мухсина от должности руководителя службы государственного надзора за медицинской деятельностью и социальной защиты населения Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан. Председатель правительства Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Постановление правительства Республики Таджикистан от 13 января 2018 года, город Душанбе, об освобождении Таварова от должности начальника службы государственной инспекции по фитосанитарии, карантину растений и контролю семян Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан. Правительство Республики Таджикистан постановляет в связи с преобразованием структуры Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан освободить Таварова Ниматуло Хукматулоевича о должности начальника службы государственной инспекции по фитосанитарии, карантину растений и контролю семян Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан. Председатель правительства Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Постановление правительства Республики Таджикистан от 13 января 2018 года, город Душанбе, об освобождении Икромова от должности начальника государственной племенной службы Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан.
Правительство Республики Таджикистан постановляет в связи с преобразованием структуры Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан освободить Икромова Фазлидина Махмадзоитовича от должности начальника государственной племенной службы Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан. Председатель правительства Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Постановление правительства Республики Таджикистан от 13 января 2018 года, город Душанбе. О назначении Бекмуродзода начальником службы государственного надзора, здравоохранения и социальной защиты населения Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан. Правительство Республики Таджикистан постановляет назначить Бекмуродзода Султона Бекмурода начальником службы государственного надзора, здравоохранения и социальной защиты населения Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан. Председатель правительства Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. И к другим темам. Как мы ранее говорили, в последние дни среди различных слоев населения проводится изучение и обсуждение отдельных пунктов послания президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона. Работники разных отраслей изучают рекомендации и показатели послания в зависимости от своей деятельности и используют его в своей ежедневной работе. В обучающем мероприятии, которое состоялось в столичном исполнительном органе государственной власти Шохмансурского района, были затронуты темы, связанные с предпринимательством и руководством главы государства на пути еще большего развития данного сектора. Подробнее далее. В этот раз в городе Душанбе изучение показателей очередного послания главы государства к Маджлиси Оли страны были обсуждены с участием предпринимателей и представителями различных столичных учреждений. А в ходе встречи ответственные лица исполнительных органов государственной власти города Душанбе отметили о достижениях, озвученных в ходе послания основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, к высшему законодательному органу страны. Было подчеркнуто, что в очередном обращении глава государства сосредоточил внимание ответственных лиц и предпринимателей на полную переработку отечественного сырья и экспорта готовой продукции, напомнив, что вместе с тем придавать первостепенное значение вопросам создания благоприятного климата и внедрения методов стимулирования деятельности, предпринимательства и капиталовложения. В то же время текущее послание главы государства включало политические реалии не только нашего государства, но и мира и четко определило позицию Таджикистана относительно событий последнего года, подчеркнули также участники встречи. Наряду с этим в собрании были обсуждены и проанализированы вопросы осуществления государственных программ в области улучшения экономики страны, внедрения новейших методов в систему образования, введения современных медицинских услуг и других аспектов деятельности, озвученных в ходе послания. С целью изучения и рассмотрения важных аспектов, приведенных в послании с участием правительственной рабочей группы и местным населением, состоялась очередная встреча в городе Курган-Сюбе. Подробнее в материале наших региональных коллег. 22 декабря текущего года прозвучало очередное послание основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, к Маджлиси Оли Республики Таджикистан. После послания теперь этот важный программный документ изучается во всех организациях, учреждениях и жителями страны. В этот раз встреча по этому поводу состоялась в городе Курган-Сюбе с участием правительственной рабочей группы и местными исполнительными органами государственной власти данного города. В процессе выступления участники выразили, что Республика Таджикистан за весь период своей независимости, признавая широкое региональное сотрудничество важнейшим способом решения торгово-экономических, социальных и экологических вопросов, обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии, неизменно выступает за укрепление отношений между народами региона на основе дружбы и взаимного доверия. Общность целей и задач, которые стоят перед нашими государствами, диктует необходимость создания в регионе благоприятного климата для свободного передвижения людей, беспрепятственного перемещения капиталов, инвестиций и трудовых ресурсов. В общем, в ходе встречи подробно была изучена каждая тема.
Сегодня мы еще раз услышали обо всех успехах, которых мы удостоились за последний год. А в этом ряду также в декабре 2018 года запланирована сдача в эксплуатацию одного из агрегатов Рагунской гидроэлектростанции, что является еще одним важным шагом нашего народа на пути достижения своих стратегических целей. Так как в послании были рассмотрены все направления государственной деятельности и представлены нам, рабочей группой было еще раз донесено до народа вопросы различных угроз, которые на сегодняшний день охватили весь мир. Также было рассказано о предстоящих важных событиях относительно десятилетия воды для устойчивого развития на 2018-2028 годы, первое мероприятие высокого уровня которого запланировано в текущем году в Таджикистане. В ходе конструктивной беседы были затронуты другие важные темы послания. Было отмечено, что правительство страны направляет все ресурсы и возможности для реструктуризации и создания социально-экономической инфраструктуры, внедрения современных технологий, решения вопросов, связанных со сферами водообеспечения и энергетики, особенно с использованием возобновляемых источников энергии и внедрением зеленой экономики, создание благоприятных условий для инвестирования и предпринимательства, развития частного сектора и обеспечения верховенства закона. В общем, подводя итоги, участники отметили, что народ Таджикистана только посредством общих усилий сможет устранить в ближайшем будущем все имеющиеся недостатки. Основные положения послания основателя мира и национального единства лидера нации, президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона к парламенту страны стали главной темой обсуждения собрания, которое состоялось в районе Хурасан с участием рабочей группы правительства Республики Таджикистан, и более подробнее у нашего корреспондента. В эти дни в городах и районах Хатлунской области действует рабочая группа правительства Республики Таджикистан, которая проводит встречи и беседы с местным населением относительно основных аспектов послания главы государства в Маджлисе Оли страны. На этот раз члены группы правительства Республики Таджикистан в средней общеобразовательной школе номер 58 района Хурасан встретились с учителями и активом района. В ходе своего выступления Асумиддин Зода Тоджиддин, ректор Исламского института имени имама Азама, отметил, что послание главы государства охватывает все отрасли народного хозяйства страны, включая политическую и социально-экономическую жизнь населения. Относительно каждой сферы даются поручения и ставятся задачи. И только своевременная реализация указаний и наставлений президента приведет к развитию страны и обеспечению достойной жизни Таджикистана. Основной целью проведения встреч с населением является прежде всего разъяснение аспектов послания, в котором озвучиваются достижения нашей страны и ставятся цели и задачи на предстоящий год. Побеседовав с населением района Хурасан, мы стали свидетелем, что на самом деле здесь наблюдается прогресс и значительные достижения. Также здесь стоит заметить, что через район Хурасан пролегает дорога международного значения, и оглашение 2018 года годом развития туризма и народных ремесел повышает ответственность должностных лиц и местных жителей в представлении нашего края гостям страны. И мы надеемся, что, побеседовав с населением района Хурасан, смогли передать всю важность поставленных главой государства целей и задач. Также на сегодняшней встрече участники, выступив относительно всех пунктов, озвученных в послании, отметили, что использование существующих ресурсов и возможностей для переработки сырья до конечной продукции, развития производственного сектора, сфер образования, здравоохранения, культуры, выдачи льготных кредитов предпринимателям и ремесленникам и принятие десяток отраслевых программ прежде всего направлено на переход независимого государства на новый этап развития. Подобная встреча рабочей группы с местным населением состоялась в сельском джамуате Кизикала этого же района. Здесь выступающие, также оценив важность послания президента парламенту страны, назвали цели и задачи этого документа, для осуществления которых будут приняты конкретные меры. В честь оглашения 2018 года годом развития туризма и народных ремесел в городе Вахдат прошло культурное мероприятие, в рамках которого состоялась также выставка. На ней были широко представлены произведения молодых мастеров, ремесленников и изделия вышивки, образцы золотошвейного дела. Выставку посетили и наши коллеги.
царила праздничная атмосфера. Здесь собрались жители, в том числе деятели культуры всех сельских джамуатов этого города. Выставка включала в себя две части. В рамках первой у входа дворца ответственные лица выставили образцы ручных работ учащихся учебных заведений. По словам педагогов города Вахдат, народное ремесло здесь очень развито. И оглашение 2018 года годом развития туризма и народных ремесел даст толчок еще большему развитию, сохранению и возрождению национальных традиций и обычаев. В другой части мероприятия в центре внимания были деятели культуры города Вахдат. Умелые мастерицы представили гостям различные изделия, сшитые в стиле гулдузи, курок-дузи и тому подобное. Активное участие принимали и опытные мастера. С ручных работ просто невозможно было оторвать глаз. В официальной части данного мероприятия в зале Дворца культуры присутствовал и выступил председатель города Вахдат, который еще раз разъяснил важные аспекты послания президента парламенту страны. Также отметил, что глава государства уделил особое внимание развитию народных ремесел, а также с целью стимулирования населения в деле производства потребительских товаров на дому и развития народных ремесел с 1 января 2018 года освободить реализацию таких товаров от выплаты всех видов налогов, что будет способствовать успешному развитию вышеназванных сфер. Также в ходе мероприятия были затронуты и другие пункты послания лидера нации к Маджлисе Ули страны.